В Ильгорте более 70 человек со всего района собрал традиционный тимбилдинг «Зимние забавы». 11 команд из организации культуры, образования, соцзащиты играли в хоккей, бегали с обручем, бросали мячи. Участники соревнований – работающая молодежь. Спортивный праздник проходит в рамках государственной молодежной политики Коми. Елена Кононова тоже окунулась в атмосферу всеобщего веселья. Заматывать сказали, я заматываю. Спортивные баталии на одном из стадионов Ильгорта. В одном месте играют в хоккей, а в другом несколько человек бежит, взявшись за обруч. В этой конструкции, так называемой гусеницы, синхронно двигается команда Романа Некрасова. Фельдшер скорой помощи, завсегдатай таких спортивных праздников, считает, идти вверх нужно не только по карьерной лестнице. Давеча, буквально на прошлой неделе, футбольные соревнования были среди тоже работающей молодежи. Играл за образование, правда. Сегодня играю за культуру. В общем, я свободный игрок, как обычно. Каждая команда идет по станциям. По маршрутному листу их 10. В основном задания коллективные. Для капитанов же отдельный экзамен. Пожалуй, самый сложный. Требует творческого подхода. Рисование на ватмане рожец. Все станции нужно пройти как можно быстрее. Ведь время здесь важно. Победит тот, кто окажется самым быстрым. Впрочем, в этой спешке важно не наломать дров, а точнее не нарушать правил. За это штраф. Штрафные, вот, допустим, в том же лабиринте, если человек наступил на, обочину, да, соответственно, он получает 5 штрафных очков. Вот. Ну, такие в основном ошибки. Это где нарушаешь правила в конкурсе какие-то. Вот, где-то там упал и что-то не сделал. Да, там какие-то секундочки добавляем. Зимние забавы в Ильгорте традиционные. Ежегодно собирают работающую молодежь со всего района. Когда-то начинали с 5 команд, но с каждым годом желающих окунуться во всеобщее веселье все больше и больше. И вот теперь даже не все попадают на этот конкурс. Это мероприятие очень популярно среди работающей молодежи, все очень хотят принять участие в нем. Сегодня мы набрали 11 команд, в каждой команде минимум 6 человек, в некоторых командах по 8 человек. Кто-то уже даже и хотел там и 9 человек включить, потому что все очень хотят принять участие в этом мероприятии. Победителям вручат сертификаты. Остальные участники без наград тоже не останутся. Их ждут пироги, сладкие призы и горячий чай. Что еще нужно после зимних забав на свежем воздухе? Елена Кононова, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывдинский район. А в Инте полным ходом отмечают Масленицу. С особым размахом это делают в местном детском саду «Ласточка». Такая уж традиция у воспитателей устраивать детворе праздник на широкую ногу. Татьяна Супряткина о празднике весны. Детвора с веселыми скоморохами провожает зиму, играет с ними и Баба Яга. Она, в отличие от сказочной злодейки, не такая уже злая. И празднику солнца и блинов радуется не меньше детворы. Давайте Масленицу позовем! Да! Все вместе! Веселые скоморохи, веселые герои сказочные, которые будут с ними играть. К сожалению, не получилось сегодня у нас с лошадкой. Просто немного раньше было запланировано и было холодно. Но будем много играть и веселиться. Есть блины и пить горячий чай. Масленицу справляют целую неделю перед Великим постом и завершают веселым массовым праздником. Гуляния в детском саду проходят непременно на улице, а потому территорию заранее празднично украсили. Когда началась перестройка, и с тех пор, с 90-х годов, мы отмечаем Масленицу каждый год. В любую погоду. Но в основном погода нам как-то сопутствует. Солнечная, яркая. Праздник такой хороший, дети его любят. Тем более это с чаепитием, с блинами. На лошадях катаемся. И так это вот уже столько времени. В праздничных гуляниях принимают участие все воспитанники учреждения. Это 4 группы, 500 детей. На свежем воздухе и поиграть можно, и вдоволь побегать, покричать и повеселиться. Масленица – это славянский праздник с языческими обрядами. Он символизирует вступление в силу светлой весны и прощание с долгой и тягостной зимой. А потому не просто блин, а солнышко на тарелке. И не просто прогулка, а целый праздник на свежем воздухе. Ежегодно мы празднуем праздник, который называется «Широкая Масленица». Но это не просто праздник. Сначала у нас проходит недельный педагогический проект, тоже который называется «Широкая Масленица».
Во время этого проекта детям рассказывают о том, что такое народные праздники, когда их празднуют, зачем, какая история этого праздника. И только после этого ребята выходят на улицу и празднуют Масленицу. Вначале мы проводим беседы по группам, говорим про Масленицу, очень много рассказываем. Дети внимательно это все слушают, воспринимают, задают вопросы. Вот, так что они про Масленицу знают у нас все. Вот, а потом мы делаем как итог уже широкой Масленицы на улице. Завершается игровая часть по традиции сжиганием чучела Масленицы. Это важный ритуал, который символизирует ежегодное обновление природы. Татьяна Супряткина, Наталья Думих, Евгений Михалкович, телеканал Юрган, Инта.